Добрый день, мои дорогие друзья. Пришел мой заказ из интернет-магазина Tikitex. Пришел в течение 4 дней. Заказывала только 4 дня тому назад, и посылка уже получена, я даже удивилась. И мы сейчас посмотрим, что я заказала. Друзья, эта посылка практически у меня для моих мальчиков, для моих мужчин. Так, значит, была заказана мною вот такой вот был заказан джемпер мужской, футер двухнитка, 48 размер, меланж, стоит он 1300 рублей. Сейчас посмотрим. Вот такой вот джемпер. Я заказывала его старшему сыну. Вот, ему понравилось. Вот как раз на осень, как сами знаете, что лето заканчивается. Качество, как всегда. Качество Tikitex мне вообще просто превосходно, очень нравится. Как видите, вот такие вот. И оверлок хорошо сделан, и шов хороший. Все прострочено, все четко. Материал двухнитка, как я сказала. И прямо вот ощущается, что очень красивое качество. Оригинально, как видите, вот пошив такой. Вот такой вот красивый джемпер. Как раз на осень. Так, дальше. Значит, я еще заказывала внуку уже джемпер мужской. Тоже. Так, и вот такой вот вязаный джемпер я заказала для своего внука. Он не очень теплый, но как раз тоже к осени. Стоит он 1300 рублей тоже. Вот. Этот стоит 1040, я ошиблась в цене. Этот стоит 1300. То же самое. И качество отменное, немножко тянется. Я не знаю, мне очень понравился он. Надеюсь, моему внуку тоже понравится. Тут не стопроцентный хлопок, значит, оно не будет садиться. Качество просто отменное. Так, дальше я заказала вот такую вот рубашка регби 50 размера. Это уже я заказывала для своего дивера. Вот такая вот рубашка. Красивая, правда? Вот такая красота. Так, 72% хлопка, 20% полиэстер и 8% лайкры. И вот прямо вот чувствуется такой вот не тонкая, тоже осенняя рубашка. Очень прям мне понравилась. Как видите, она такая же, как и у них и на картинке. И точно так же качество отменное, качество материала тоже чувствуется, обработка всех швов тоже великолепная. Ну и, можно сказать, дизайн рубашки тоже очень красивый. Это для более взрослого человека, это для моего дивера. Так, ну и мой админ канала заказал для себя толстовку. Так, толстовка у нас стоит 2960 рублей. Так, рубашку я сказала, сколько стоит? Нет, рубашка такая регби стоит 1590. Вот. Толстовка стоит, как я сказала, 2960. Ну, толстовка уже более к осени, поздней осени, потому что она очень теплая. Смотри, какая шикарная, да? Друзья, это действительно классная вещь. Сейчас мы ее расстегнем, посмотрим. Сразу чувствуется, что я еще раз говорю, даже вот не из-за того, что там реклама, а вот прямо чувствуется, что очень хорошего качества. Вот видите, вот с таким вот начесом. Она действительно теплая для поздней осени. Как раз ему на занятия ходить. Карманы. Вот так вот с замками. Застегивается на замок. Замки тоже очень хорошие. Легко закрываются. Красивый дизайн. Вот такой вот капюшон, что если даже будет ветрено и холодно, у нас бывает осенью холода, может одеть себе, когда будет стоять на остановке. Ну, правда, я не смогу перевести, может, Ибрагим сам переведет. Вот такие вот надписи на рукавах. Ну, вот такой вот дизайн у этой толстовки.
Мне очень нравятся действительно вещи у Тикитекс, очень качественные и красивые. Так что заказывайте. Ну и для себя я заказала, как всегда, полотенце. Полотенце Тикитекс мне тоже очень нравится. Как вы помните, я в тот раз себе заказывала. Уже успела 2 полотенца подарить. У меня были гости. Подруги моей мамы приезжали, и я этим 2 бабушкам подарила по одному такому вот красивому полотенчику. Так что полотенце в хозяйстве, в доме никогда не пропадет. Вот такой вот красивый орнамент на конце. Точно так же чистый хлопок. Впитывает воду прекрасно, не линяет, не садится. Вот такие вот полотенца. Так, значит, это полотенце у нас... минуточку. Так, маленькая стоит 450, а это стоит 870. Размер его 70 на 130. Цвет мята, как видите, очень красивый, насыщенный цвет. Не знаю, передает ли телефон. Это 50 на 90, стоит 450 рублей. Ну, это банное, это получается лицевое. Вот. То же самое, из одной серии, как бы. Вот такое вот полотенце. Тоже очень мягкое, качественное. Так что, друзья, заходите в интернет-магазин Тикитекс. Там огромный выбор вещей, что мужских, что женских, что халатов, пижам, для дома, для кухни, шторы. Выбор огромнейший, качество прекрасное. Зайдите, посмотрите, выберите. Я выбрала то, что мне понравилось, что мне было на сегодняшний день актуально. Как раз к осени для своих мальчиков выбрала вот такие вот джемпера, вот такие вот толстовки. И очень-очень довольна своей покупкой. А вы тоже зайдите, закажите для себя, посмотрите. Вот такие вот сегодняшние у меня покупки. Ссылку на интернет-магазин Тикитекс я оставлю в описании, закреплю в комментариях. Ну вот как-то так. С вами доброе утро, мои дорогие друзья. Вы снова на канале «Как-то так» у Лейлы. У нас утро, и, конечно, утро жаркое с утра. С утра, как говорила моя подруга, второй повар на работе, когда мы были. С утра. Иногда Марем, по-моему, меня смотрит. Марем, салам машалдахуг, если ты меня смотришь. Не знаю, говорят, вообще эти 3 дня у нас будет ужасная жара, за 40, за 42. Но то, что сегодня будет, уже видно, потому что прям вот, я не знаю, жарко, очень жарко. Ну, алхамдулилла. Вроде бы по прогнозу погоды говорится, что где-то с понедельника будет уже попрохладнее и дождливее. Вчера не смогла выйти в эфир, было 1 сентября. Я поздравляю всех учителей, в первую очередь, конечно, с началом учебного года. Ну и также поздравляю всех родителей и детей, что первоклашек, что всех-всех-всех других. Желаю всем, чтобы этот учебный год был легким, нетрудным, чтобы все были живы-здоровы, чтобы все у всех было хорошо. И ну что, мы сегодня... С чего я начала сегодня? Пока я налаживала свой телефон, то, что я даже вот полила и подмела, уже не видно. Потому что настолько быстро все высохло. Только что прошлась, подмела здесь. После того, конечно, что подоила корову, помыла посуду после себя, поставила уже, как видите, молоко, делать сыр. Это все сделано, ну а теперь будем делать завтрак. На завтрак я сегодня хочу, заодно вам говорила, что на масле, ну как бы перетапливаю или грею сыр. Вот заодно сегодня, вчера еще с вечера попросил меня сын его сделать на утро, на завтрак. И у меня еще нет хлеба. Сегодня будет у нас ольгиш хлеб на кефире. И что-то у меня такая задумка, посмотрим, как-то я вспомнила, что и в духовке можно из него делать хлеб. Так что сделаем 2 типа сегодня хлеба. Ольгиш в духовке и ольгиш на сковороде. Ну, давайте пойдемте делать
сначала тесто. Так, ну вот, друзья, и снова тесто, да. Ну, что уж, делаю обычное мое кефирное тесто, и сегодня попробуем. Я вот, как сказала, вспомнила, что эти лепешки еще можно в духовке делать. У них совсем другой вкус бывает. Вроде бы тесто одно и то же, но вкус лепешек, хлеба бывает немножечко другой. Значит, как обычное мое кефирное тесто, литр кефира или простокваши. Тут у меня чуть-чуть добавила простоквашу и обратно. Он не очень хорошо прокис, но это пойдет. Значит, кефира однопроцентного, как всегда говорю. Можно и 2,5, но желательно однопроцентного. Так, чайная ложка с горкой или столовая ложка без горки соли. Чайная ложка соды. И все, и замешивается наше тесто. Так, ну вот тесто замешано, теперь мы его переложим и дадим ему немножечко отдохнуть. Вот, как видите, какое тесто. Я его всегда вам показываю. Оно как будто бы немножко не домесилось. Оно таким и должно быть. Руки снова испачкала, чтобы вам показать. Все. Это все стоит минут 15-20. Потому что лепешки получатся пышнее, красивее. Клейковина разойдется и будет намного пышнее. И да, действительно, ну, легче тесто. Ну вот тесто наше уже, наверное, готово. Оно постояло минут 15-20. Сейчас я сразу включила духовку, она у меня уже работает. Сейчас я все вывалю. И будем печь и в духовке, и сверху. Испечем хлеб. И растопим сыр в топленом масле. Так. Видно, нет. Давно не пекла. Что-то я лепешки делала. А вот вместо хлеба как-то никак. Наверное, уже месяц даже не делала. Странновато, да? Так, включила газ под сковородкой. Слишком разогрелась уже. Сейчас убавлю. Поставила сыворотку. Я уже сделала сыр, друзья, не показала вам. Вот. Вот сыр. Так, заодно вылью туда же в кастрюлю сыворотку уже. Стекла она. Посолила. Так видно, что тут у меня. Ну-ка, вот так вот. Вот. Видите, какой. Так, надо будет и с другой стороны посолить. С одной стороны я уже солила. Сейчас посолю с другой стороны. Так. Сыр хочу, скорее всего,
послать сыну своему, который в Москве. Так, помою руки. Так что все, что происходит, происходит в прямом эфире, да? Все. Теперь займемся снова хлебом. Тесто, видите, какое нежное, податливое. Сегодня из них, из литра вообще-то выходит где-то, наверное, 6-7 должно выходить, которые обычно мы делаем. Но сегодня я делаю немножко по-другому, потолще. Поэтому только вот так вот 4. Немножко поможем себе скалкой. Так, мухи, конечно, нет-нет, долетают. Я под навесом. Так, видно, наверное, да, толщину. Тень. Вот так, сковорода разогрелась. И в сухую сковороду, друзья, вот так вот. Так, сковорода, конечно, не видна. Вот, положила в сухую сковороду на средний огонь. И сейчас посмотрим, как и что получится. На нее сейчас я накрою крышку, на эту сковороду. Обычно, кто помнит, я обычно делаю без крышки. Но я и без крышки сегодня сделаем, так что получится. Посмотрим, как получится. Так, у этой сковороды нет крышки, она не плотно закрывается. Сейчас, может быть, другую взять, что ли. Еще. Так, никакая крышка не подходит на эту сковороду. Вот, смотрите. Немножко передержала. Так, приехала на минутку Танзила. Сейчас пока боюсь отойти, чтобы... Но еще не готова. Немножко надо, чтобы постояла. Видите, какая пышная лепешечка. Вот. Остальные я потом положу, а то я боюсь, что за время, что там нам надо разобраться кое в чем, что она у нас как бы сгорит. Так, ну, наверное, уже испеклась наша лепешка. Вот она, все, готово. Так, видно? Вот такая вот прелесть получилась. И это забирает Танзила. Стоит и говорит, я ее заберу. Так, ну все, пусть пока полежит, пока мы там свои дела сделаем. Все, друзья. Так, ну вот, друзья, Танзила уехала. Забрала лепешку, как я сказала. Теперь будем делать дальше. Так, это я поставлю в духовку. Наверное, в духовку можно чуть-чуть побольше. Да. Сейчас вот так вот. Снимаю, конечно, не важно. Но вот так, вот так. Все. Можно руками, я чтобы побыстрее сделаю скалкой, чтобы вас долго не задерживать.
Вот. И в духовку. Ну, где-то на 180 градусов. Ну, на сколько минут не скажу, потому что у каждого разная духовка. Ну, по мере, как он испечется. Так, теперь положу еще одну, тоже под крышкой, чтобы было сравнение. А это я сделаю, как обычно, без крышки. Он будет немножко поменьше. Вот так вот. Так, сейчас около 8 утра. Сын мой уходит 8:30, как раз успеем. За это время я сейчас нарежу сыр, приготовлю. Так вот и вот так положу. А то если я ее положу так, то поступает воздух, а так немножко плотнее. Хотя и так не плотно. Жалко, что этих сковородок нет крышек. Все, теперь ждем. Так, ну и вот вторая лепешка наша на подходе. Вот видите. Так, и теперь без крышки мы еще сделаем. Просто как обычно я делала. Сейчас. Увеличим огонь. В духовке уже печется. Когда без крышки, чуть-чуть потоньше уже мы делаем. Ну, тесто лежало минут 15-20. Если вы спешите, нет хлеба, то не надо даже ждать, можно сразу. Просто, конечно, если тесто полежит, оно вкуснее, ну, вкуснее, я не знаю, но пышнее. Получается пышнее, воздушнее. А так, если спешите, то можно и сразу сделать. Там одну лепешечку сделать, а остальное тесто оставить, чтобы еще отдохнуло. Вот так вот. Все тоже на среднем огне, не на сильном огне. Лепешки, значит, с начинкой уже печем на хорошем огне, а такие лепешки на среднем. Так, вот смотрите, как поднимается. И переворачиваем все. Так, ну вот, по-моему, наша и вторая лепешка готова. Сейчас я поставила кипятить молоко. Вообще-то я очень люблю вот такой вот хлеб. Что такое, что в духовке с холодным кипяченым молоком. Но кипяченого молока у меня, к сожалению, нет. Все, эта лепешечка тоже готова. Видите, тут небольшая разница в них. Ну и все испекутся, потом я вам покажу. Все, ждем пока лепешку, что в духовке. Так, и в духовке хлеб наш готов. Вот какой он получился. Видно? Так, сейчас. Вот.
Он пока такой крепкий. Сейчас я его заверну в полотенчико кухонное. И хлеб немножко полежит, и он будет мягкий-мягкий. Поставила сковороду для того, чтобы разогреть сыр. Так, вот лепешки очень мягкие. Сейчас я вам покажу, что я тут делаю. Вынесла специально масло. Смотрите, какого оно цвета, прям красивого. Так, солнышко зашло у нас за деревья. Не видно немножко, да? Ой, шатаю вас. Видите, какое маслице. Аж сама рада такому цвету масла. Так, значит, сюда положим масло. Но это можно делать и на сливочном масле, друзья, не обязательно топленом. Так, сковорода видна. Вот. Видите, масло получилось такое, знаете, вот как зернышки, как икринки. Не всегда получается так. Так, я тут просто немножечко сливочное масло положила, когда чистила масленку. Так, все, масло будет наше топиться. Тот сыр, который я вам показывала, мы уже съели, я сделала уже другой сыр. Тоже видите, какой он? Не видите? Сейчас увидите. Вот, сделала новый сыр. Он немножко потоньше, но тоже получился очень вкусный. И такой же с дырочками. Так, теперь вот так вот. Не очень тонко и не очень толсто нарезаем. С вареной картошкой вкусно, если делать не на завтрак, а на обед, на ужин. Ну, скорее всего, даже на ужин. Обычно мы делаем его. Так, все, масло растопилось. Так, вот. Как-то поближе, может быть, чтобы видно было. Вот. И укладываем наш сыр сюда. Немножко брызгает, потому что сыр у меня был в рассоле. Обычно я не держу все в рассоле. Но сейчас так жарко, что даже холодильники очень плохо у нас охлаждают. Да и свет у нас, напряжение такое плохое. Так, все, теперь ждем немножко, пока он расплавится. Сейчас принесу тарелку. Так, ну вот. Даже переворачивать не надо. Иногда надо бывает переворачивать. Вот видите, он уже тянется. Вот. Вот так вот. Молоко почти наше разогревается. Все, сыр готов. Вот такой вот он. Тягучий, вкусненький, с хлебушком горячим. Это будет просто бомба. Все. Ну вот, друзья, наш завтрак готов. Молоко закипело. Сыр вот такой вот, как видите, получился тягучий, вкусный. И сейчас я вам покажу еще и наши лепешки. Каспер, что ты хочешь? Так, смотрите, вот я хочу что показать. Хлеб из духовки. Вот попробуйте, у него даже вкус, я вот разрежу сейчас руками, он мягкий получился. Когда только вынули из духовки, он, конечно, получается такой крепкий. А теперь видите, какой мягкий и пахнет так безумно вкусно. И вкус совсем другой, чем у этих Ольгищ. Попробуйте.
Вот. Вот это вот без крышки, которая тоже, смотрите, какой пышненький, вкусненький получился. Ольги же наши обычно не разрезают ножом. Вот. А это из духовки. Ой, нет, а это из-под крышки. На печке с крышкой тоже чуть-чуть другой. Тоже такой же мягкий. И такой же вкусный. Но чуть-чуть разные вкусы получаются у всех трех. Попробуйте, не пожалеете. И вот так вот обычно, знаете, вот так вот. И руками без вилки. Есть. Вот так вот. Ну вот как-то так, друзья, у нас сегодня.